Всем привет! Одним из достоинств телефонов от Sony Ericsson является их фирменная утилита Track ID, то есть это программа, которая позволяет по фрагменту произведения узнать о его названии. Иногда это действительно может пригодиться. И вот есть еще такая заменитель этой программы, программа Shazam. И давайте запустим ее. Она вышла и для Symbian S65 версии. На Nokia 5800 я буду показывать эту программу. А музыку поможет мне проигрывать Nokia 5530. Итак, давайте приступим. Вот для начала, я накидал пару треков по Bluetooth. Ну, давайте я возьму. И вот для начала, например, Limp Bizkit Brick Stuff. Как видите, я момент дал для программы, она прослушала. И сейчас она посылает на сервер информацию. И как видите, она вот определила, что Limp Bizkit, Brick Stuff, название альбома, жанр. То есть все эти моменты она определила. Выходим, давайте запустим следующую. Риану, например, Umbrella. Вот опять программа ищет совпадение. Как видите, это были артисты разных жанров. Вот она нашла и даже обложку альбома. То есть Umbrella Риана нашла. Теперь, что касается русских артистов. Например, альбом, я не знаю, давайте возьмем вот так. Тут небольшая заминка, потому что я использовал стандартный плеер. Придется опять выйти из него и зайти заново. Вот, Slim холодно, как видите. Включаем. И тоже определила, что Slim холодно. Но с русскими артистами не всегда так все хорошо. И, наверное, давайте посмотрим, не знаю, что-нибудь еще. Вот, например, 2517. И как вы видите, программа не смогла найти. Но, то есть, не все она всегда находит, но все-таки основных артистов она знает. Ну и в завершении, собственно, видеообзора, давайте вот я зайду в параметры и посмотрю, сколько же трафика скушала данная программа. Диспетчер подключений. Как видите, на все ушло на определение 4 песен меньше 100 килобайт. То есть, при моем тарифе это там буквально там 30 копеек. То есть она действительно очень экономит трафик, очень удобная программка. И опять же ее главным, наверное, единственным недостатком является то, что она платная, но за все надо платить. Если вам нужна эта программа, то есть тестовый период 30 дней, а потом оплата. Но я думаю, на этом с программой все. Всем пока.